فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Хвала Аллаху, хвала премногая, благая и благословенная. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Я свидетельствую, что наш господин Мухаммад — раб Аллаха и его посланник, которого он направил к людям. О рабы Аллаха! Я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха. Бойтесь Его и повинуйтесь Ему. Поистине, Аллах с богобоязненными и совершающими благие дела. Аллах говорит в Своем Писании, Коране, то, что Он предложил небесам, земле и горам понести веренное им, аманат. А под ним тут подразумевается выполнение всех обязательств, фардов. Однако они отказались из-за величия того, что им вверяется, проявляя страх перед Аллахом за то, что они не смогут его понести как следует. Что касается первого человека, Адама, мир ему, то он взял на себя обязанность понести это бремя, аманат. Когда Аллах предложил Адаму это дело, то тот спросил, «А что полагается за сохранение аманата?» Господь ответил, «Того, кто будет хранить аманат, я вознагражу, а того, кто его не сбережет, накажу». Уважаемые братья, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил в своем великом хадисе, если в тебе будут присутствовать 4 качества, тогда в этой мирской жизни тебе не стоит переживать. Первое — это сохранение веренного тебе доверия, аманат. Второе качество — это правдивость в речах. Третье — красивый нрав. И последнее — употребление дозволенной пищи. Если у тебя есть эти 4 качества, то в тебе собралось все благо. Наша религия ислам — это религия верности. Верность же в религии поставлена на высокое положение. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Внемлите, неполноценная вера у того, кто не верен, кто не хранит аманат. То, что тебе верили на хранение, верни в срок. Того, кто предал тебя, не предавай в отместку». Сохранение веренного — это одно из качеств верующего человека. Господь говорит об этом в Коране. «Блаженны верующие». А затем, перечисляя качества этих верующих, среди прочих Он сказал, «Это те, которые выполняют то, что им доверили, и соблюдают заключенные договора». Одним из признаков приближения судного часа является исчезновение верности среди людей. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы сидели вместе с пророком, и он, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, как вдруг пришел один бедуин и спросил его, когда наступит судный день?» Пророк проигнорировал этот вопрос и продолжил свой разговор. И среди сподвижников некоторые сказали, что пророк слышал вопрос, но ему он не понравился. Другие же сказали, что он не слышал вопроса от бедуина. Затем, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, закончил свой разговор, он сказал, «Где тот, кто спрашивал меня о судном дне?» Бедуин откликнулся. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, «Когда исчезнет среди людей верность, ожидай судного часа». Но как исчезнет верность? Это произойдет, когда руководить поставит тех людей, которые недостойны этого. Вот тогда и ожидай судного часа. Смысл этого в том, что религия ислам призывает верять аманат тем, кто этого достоин. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начиная от Адама и до конца света, показал такой пример верности, который не показал никто. Как мы знаем, пророк в течение 13 лет призывал в Мекке к религии, а затем в течение 10 лет призывал в Медине. Но во время мекканского периода его очень сильно мучили и испытывали. Его народ, соотечественники и язычники не оставили в покое и заставили переселиться из Мекки. Когда он уезжал оттуда, с ним был правдивейший Абу Бакр, а Али он оставил у себя дома на 3 суток, как рассказывает об этом Аиша. И зачем же он оставил его у себя дома на 3 суток? Для того, чтобы те долги и веренное ему на хранение
будь то золото или серебро, Али раздал их владельцам. И это несмотря на то, что они, мекканцы, изгнали его из Мекки, не давали ему призывать к вере. Несмотря на их вероломство, он остался верен. И тем самым показал величайший пример надежности и верности. Да благословит его Аллах и приветствует. Антоним верности — это вероломность, предательство. И это одно из качеств лицемера. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, перечисляя качества лицемера. Первое качество — когда говорит, то лжет. Когда обещает, то нарушает обещанное. Когда ему доверяют, то предает. Ученые говорят, что если человек вероломен, то это указывает на его слабину в вере, на то, что у него отсутствует мужество, честь и достоинство. Предательство похоже на парализованный орган тела. Если его не вырезать, то он губит все тело. Также и предательство следует человеку вырезать, дабы сохранить себя. Или же оно подобно чуме, разразившейся в обществе. От верного человека и его потомства исходит благодать. Расскажем историю, произошедшую 1300 лет назад. Был один мужчина, который проходил мимо сада. Он нашел упавшее яблоко. Он взял его и откусил часть. Затем он подумал, это ведь чужое яблоко, а я его взял в себе, не имея на то права. Узнав, кто является хозяином сада, он пришел к нему и сказал, что либо он позволит это яблоко забрать себе, либо же он выплатит за него цену. Удивился хозяин сада этому мужчине, его верности, его богобоязненности. Он спросил его имя, на что мужчина ответил, что зовут его Сабит. Хозяин сада сказал, «Я прощу тебе это яблоко, но при одном условии». Мужчина спросил, «Какое же это условие?» Хозяин ответил, «Ты должен жениться на моей дочери, но ты должен знать, что моя дочь глухая, немая и слепая, и не способна ходить». Тогда мужчина подумал и сравнил между наказанием, которое ему будет в вечной жизни, и наказанием, которое ему будет в жизни мирской. И он предпочел мирское наказание вечному, и сказал, что соглашается на условия хозяина сада и что готов жениться на его дочери. И они заключили брачные узы. А когда невесту привели к Сабиту, то, посмотрев на нее, он удивился ее редкой красоте. К тому же она была умна, очень богобоязненна. И он спросил ее, «Почему твой отец так описал тебя?» Он сказал, что ты слепая, немая, глухая и не способна ходить. На что невеста ответила, «Я нема, глуха, слепа и парализована в отношении запрещенного Господом». Затем у них появился ребенок, которого они назвали Ну'ман, который стал известен как Абу Ханифа. Просим у Аллаха, чтобы Он помог нам быть верными и отстранил нас от предательства и предателей. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون